Первый снег. Смотрите, друзья, какая у нас погода. Сегодня какое число? 2 декабря. Вот такая красота у нас. Смотрите, как снег идет красиво, машалла. Очень красиво. Девочки, доброго времени суток. Это уже 2-я серия. Первый раз мы не успели все показать. Это уже вы смотрите в другом ролике. Смотрите, вот такой комплект Gucci. Это тоже у нас впервые. Это евро размер. Вот так это смотрится без одеяла. Размеры также у нас идет простыни 2 на 2,40, 2 наволочки 50 на 70 и большое одеяло 2 на 2,30. Простынь 2 на 2,40, одеяло 2 на 2,30. Шикарное качество. Так, покажите нам одеяло, пожалуйста. И вот такое вот одеяло. Да, и вот такое вот одеяло, девочки. Вот посмотрите. Ну и вот уже он с одеялом. Вы видите, девочки, как это? Вот на одной стороне крупные буквы, да, а на другой вот мелкие. Ну и вообще это стеганое одеяло, как я и сказала, очень хорошее качество, девочки. Стирать только 18 минут. Ни катышек, ничего, запомните, не остается. Не надо никого даже слушать. Постель отличная. Мы пользуемся сами очень давно нею. Поэтому это вот такие вот новинки. Очень ходовые они сейчас, модные, популярные. Ну, в общем, ну, смотрите. Вот такая вот красота. Так, девочки, вот такой вот комплект. Тоже это Louis Vuitton в синем цвете. Здесь также это идет евро. Здесь 2 наволочки 50 на 70. Простыни 2 на 2,40. Одеяло 2 на 2,30. Многие спрашивают у меня зачастую, а есть двушка? Я хочу сказать, что в этих комплектах двушек не бывает. У них бывает семейка, у них бывает евро, у них бывают полторашки, ну и детские. Они имеют такой же размер, как и полторашки. Я хочу сказать, что эти комплекты, они, знаете, они специально созданы и для евро, и для двушек. Вот, например, тут, видите, совсем чуть-чуть у меня. Да, а вот у меня евро кровать, а у свекрови была двуспальная. И мы просто бортики были немножко ниже. Все, больше там ничего, она подходит и на двушки, и на евро, да. Либо можно вот так вот подвернуть. Ну, в общем, очень удобная кровать. Дальше вот такое вот стеганое одеяло. Это все под цвет. Бывает двухсторонняя расцветка. Здесь с одной стороны одна, с другой стороны другая. Здесь нет. Здесь все одна расцветка. Шикарный комплект, девочки, очень хороший цвет такой, знаете, прям насыщенный, необычный. Такого у меня не было цвета еще никогда. В принципе, все эти новинки, которые сейчас показываем, это все идут новинки. Вот даже вот здесь, когда стою, цвет как бы такой, да, не совсем передает. А вот настоящий цвет, когда дальше отходишь, потому что свет падает, вот настоящий цвет. 9D. Как и на картинке. 1 в 1. То есть некоторые говорят, ой, на картинке одно, а в реале вообще непонятно, что нет. Здесь даже в реале красивее, чем на картинке. Реально очень красиво смотрится, девочки. Все это доступно, все есть в наличии. Девочки, ну вот такой комплект еще Louis Vuitton. Я хочу сказать, чтобы вы обратили внимание, чтобы я, как сказать, не доставала, да, по 100 раз все, потому что не так трудно, как потом упаковать не получается так. Это евро размер, такая же расцветка у нас есть и полуторка. Поэтому многие спрашивают, киса бывает. Вот у меня внучок, ему там, например, 14 лет, да, или 15. Вроде бы он не взрослый, но вот ему уже не пойдет эти тачки там, да, эти Бэтмены. А что-то для мальчика. Ну, вот это тот вариант, да. Вот, можно хоть для кого, но для мальчика, для подростка, если кому надо, то вот это вот самый-самый вариант. Поэтому спрашивайте. Но это евро. Но я хочу сказать, что такие же есть и полуторки. Просто я не буду все показывать, чтобы вы понимали, как это смотрится, да. Уже будет все равно понятно. Просто полуторка будет меньше в размере. Все. Никаких изменений больше не будет совершенно. Да.
Вот как у нас идет полуторка, вот, например, да? Вот эти, что я показываю вам, они евро размеры, а вот у нас идет полуторка, да? Вот у нас идут полуторки, они поменьше. Вот кукла Лол, вот эти вот, да? То для подростков не заказывают, потому что говорят, ну куда, мальчику 14-15 лет, уже тачки, вот, вроде бы, казалось бы, как-то, да, ну. А вот это вот само то. И еще будет полторашки комплекты, я покажу вам, именно вот для подростков, и для девочек, и для мальчиков. Обязательно покажу. Ну вот такая вот расцветка. Друзья, всем, опять говорю, всем доброго времени суток. Всем доброго времени суток. Идет эфир. Всем доброго времени суток, когда очередной показ. Ну это уже ролик идет, что каждый раз доброго времени суток. Я извиняюсь, правда, уже время позднее, уже, как Анжела говорит, ты че, кукуха поехала? Наверное, так и есть. Девочки, Луи Виттон. Я показывала, такие есть у нас семейки, да, я показывала. Но я хочу вас приятно удивить, не только семейки, это есть и евро, это есть и полуторки. Вот много людей, опять много, некоторые из людей часто спрашивают, Киса, нас интересует такой вопрос, вот чтобы всем одинаково, но только так, чтобы была и семейка такая, и евро, и полуторка, ну, чтобы одного цвета есть, можно? Можно. Не все бывает, но можно подобрать. Вот это вот тот вариант. Здесь он, вот сюда, смотрите, вот непонятно, да, цвет? Вот совсем другой, согласитесь? Это не тот цвет. Иду сюда назад. Вот он, естественный цвет. Вот цвет мятый, да, он вот тут. Вот такой цвет. Они я показывала, есть семейки. Висхан, подай, пожалуйста, мне этот. Здесь. Вот. Да. Угу, ничего не надо. Смотрите, вот такая точно постель, только полторашка. В данный момент это лежит евро. У нас такие есть еще семейки. Вот в такой гамме можно подобрать и на полуторку, и на евро, и на двухспальную кровать. Вот я не буду открывать, я почему показываю, что все то же самое, чтобы вы понимали, какой рисунок, как это выглядит, но это уже полторашка. И опять возвращаемся к теме подростки, внуки, сыновья, там, сын с армии, допустим, Висхан пришел с армии, я вот могу свободно дать пользоваться. Это такой цвет, ну, для мальчиков можно. Ну, не дам же я Висхану, допустим, он и тачки там или, да, Бэтмен. А вот для подростка, почему бы и нет. Также и девочке можно. Почему нет? Ну вот в основном у нас парни, да, они же сами спят, не женатые там, или 14 лет, 15, 16. Вот им полуторка как раз вот самый тот вариант. Так, теперь нам достаньте-ка, пожалуйста, одеялко. Вот это вот. Вот. И тоже такое же у нас одеяло. Это все идет, да, в один цвет. Ну, бывает, вы знаете, бывает постель с одной стороны одна расцветка, с другой стороны другая, либо покрупнее, помельче. Это вот такое вот одеяло. Больше ничего не надо. Это вот такое одеяло. Просто оно однотонное, у него один цвет, не надо больше ничего выдумывать. Здесь это все вот такая красивая расцветка. Стеганая, девочки, я миллионный раз повторяю. Если вы приобретете у меня вот эту постель, у меня, я говорю, за остальных не отвечаю, и скажете, Киса, я вот один раз постирала, второй раз, у меня это пошло катышками, вы обманули, нет, это видео сохраняется у меня пожизненно, я заберу эту постель назад. Если вот мне снимете видео, скажите, смотрите, Киса, что сделалось. Но я в своей постели, вот этой, уверена. Почему? Потому что я работаю напрямую с фабриками. Мне идет прям от производителя. Поэтому я уверена. Я занимаюсь этим очень давно. Есть, да. Есть у нас такой момент, когда другие люди делают наподобие тоже. Покупают материю, шьют, да. А потом говорят, ой, то нитки полезли там, то что. Это тоже есть. Они, конечно, бывают дешевле, но у меня постель вот эти оригиналы. Никаких ниток, никаких катышек не пойдет у вас ни после 5-й, ни после 10-й стирки. Это вам мое честное слово. Далее. Касаемо стирки, опять-таки, почему повторяю? Потому что каждый раз на канале новые подписчики. Приходят очень много людей, которые не знают. В Телеграм подписывается очень много других людей. Поэтому я говорю, не нужно эту постель стирать в кипятке. Не нужно никаких сюда порошков, девочки. Ополаскиватель на 18 минут в средней водичке. Прокрутили, все. И постель вам прослужит 100 лет. Никогда она не потеряет свой цвет, никаких катышек на ней не будет. И все будет отлично. Все, идем дальше.
Друзья, вот такой. Это тоже Луи Виттон. Тоже красивый. Шоколадка называется. Шоколадный Луи Виттон. Это евро размер. Тоже, как сказать, такие же размеры. Я имею в виду наволочки 50 на 70, простыня 2 на 2,40, одеяло 2 на 2,30. Такая шоколадка, знаете, такой необычный, красивый комплектик с одеялом. Вот так вот он смотрится. Хороший такой, знаете, мне тоже он нравится. Современный. В основном такой берет молодежь. Молодые пары, да, берут они. Им очень нравится. Это все в одном цвете, с одной, с обратной стороны, да. То есть разницы нет никакой совершенно. Хоть с этой стороны, хоть с той. Такой не марки, знаете, не марки, хорошая расцветка такая. Хоть с какой стороны не стань, везде одинаково. Качество очень хорошее, друзья. Везде пошив, видите, нигде ни нитки не висят. Хороший, идеальный пошив, стеганый, вот такое дело. Самое главное, чем я довольна, это не нужно эти пододеяльники, без конца их снимать, одевать, гладить. У меня вообще нет на это времени. Я так благодарна тем людям, кто создал эту постель. Простернул 18 минут, она в тот же день высохла, все. Просто им прогладила наволочки, одеяло не нужно не гладить, не пододеяльники эти. Лично у меня нет на это времени. На этой мелкой работе я нервничаю, я просто, ну, может быть, потому что я все время занята. Вот, так что, ну, вот такой вот комплект, Луи Виттон. А, девочки, вот такая вот необычная постель. А мне она нравится своим необычаем, знаете, вот настолько на белом фоне смотрятся эти черные розы красиво. Ну, вообще, вот, что-то вот она меня привлекает, вот именно необычностью своей, вот необычно, прям вот, знаете, цвета необычные и очень красиво смотрится, вот, сочетается такая немаркая постель и приятная, вот. А это тоже евро, с ним идет тоже вот так же стеганое одеяло, большая простынь и 2 наволочки, вот, вот такая вот постель, и очень-очень хорошее тоже качество. И с обратной стороны, видите, с одной стороны вот так вот, с другой стороны вот так вот. То есть богато смотрится, очень красивая постель, реально. Ну, тоже евро, тоже также простынь 2 на 2,40, пододеяльник 2 на 2,30, 2 наволочки 50 на 70. Шикарная, отличная постель. Девочки, это тоже евро размер. Такой ходовой бомба расцветка фиолетовые. Они все как бы, да, вот такие в фиолетовом тоне, как-то красиво смотрятся. Здесь, видите, вот такая вот простыня, а наволочки вот светлые, да, но они с двух сторон. А с другой стороны вот такая вот расцветка. То есть как вам угодно, так вы можете и класть. Вот. И одеяло тоже идет как бы двухстороннее. Вот. Вот так вот, да. Вот одеяло, вот сюда опускаем. И вот посмотрите. И тут с этой стороны уже другой рисунок. Вот. Ну вот так вот, смотрите, какая красота. Стеганое хорошее одеяло. С этой стороны вот такая расцветка. Понятно? То есть можно менять. То с одной стороны класть, то с другой стороны на любой вкус. Вот, так что также я показывала, девочки, вот такие комплекты я показывала. Лаванда. Я там еще не могла вспомнить, просила помочь. Они были семейки. То есть 2 одеяла, просто не наволочки. Я уже не буду открывать, вы уже поняли, что за рисунок. Это 1 в 1. Я вам показывала фото. Вот дайте, пожалуйста, вот ту фотографию. Я вам показывала, что вот комплект, вот оно идет все 1 в 1. Даже в реале лучше, чем на фото. Даже в реале лучше они смотрятся, чем на фото. Также вот этот комплект я показывала в прошлом видео, посмотрите, там такая же семейка. То есть 2 одеяла, просто не 2 наволочки. Но это евро размер. Они еще бывают полуторки. По-моему, они у меня есть и полуторки, да. Ну, это... Спрашивайте. В любом случае, пишите на WhatsApp. Я номер оставляю под каждым видео, чтобы я каждый комплект не открывала, девочки. Не потому, что мне там лень. Ну, просто не удается уже так сложить, знаете, вот как
как оно вот упаковано. Упаковано оно тонко, а когда мы слаживаем, как-то все равно выпукло бывает, потому что у них там под прессом это все делается. То есть, понятно, да? Вот такая лаванда, красивая лаванда. Горная лаванда. Действительно, очень нежный и красивый комплект. Мне вообще нравится все фиолетовое, как вот мамы моей. Ну, шикарный комплект. Просто посмотрите, как красиво смотрится. Просто мы там подвернули. Вы не думайте, что одеяло такое большое. Нет, просто мы подвернули. А так одеяло, все. Оно и для двушки подходит, и для евро. Дальше идем. Девочки, вот такой комплект. Это тоже евро. А здесь также простыня, 2 наволочки и пододеяльник. Вот. Вот так же, как и на картинке. Даже, как я и говорю, в реале лучше, чем даже на фото. Этот, как вы любите говорить, цвет ментола, да, или как вы еще называете? Киса, есть такой цвет? Так нравится, красивый. Бирюзовый, ну, по-разному, кто как говорит. Но реально очень красивый. Он, рисунок на нем идет одинаковый. Вот видите, иду, свет падает, и вот настоящий цвет. Вот так, когда смотрю, вот его. Давайте одеялко теперь. Вот настоящий цвет. Ну, реально. Вот, а тут уже желтый цвет падает. А вот так, когда... Ну, здесь один цвет. И пододеяльник тоже такой. Да, все вот. Приятная очень расцветка. Очень. Как вот и на фото. Как на фото, друзья, так и в реале. Вот нам еще осталось евро 5 показать. И идут полуторки дальше. Хороший такой комплект. Тоже стеганое одеяло. Не нужно одевать эти пододеяльники. Париться, да. Лишнее время тратить. Раз. Застелил, простернул. И все. И не мучайся. Ну, за свой товар, за вот это, за свой товар, за свои комплекты я отвечаю. За другие ответить не могу, потому что очень много подделок. Очень много. Потом жалуются, что нитки висят или портятся после первой стирки. Нет, никаких катышек. Кто пользовался, девочки знают, пишут, что у меня постель качество отличное, потому что я работаю напрямую. Вот такая вот постель, девочки, красивая. Очень просто шикарная. Просто шикарный цвет. Это знаменитый нами комплект от зари до зари. Я помню, такой ажиотаж пошел на него, что я уже не успевала их привозить. Вот, сейчас они есть в наличии. Вот такой комплект. Он называется от зари до зари. Это евро размер. Здесь, значит, качество идет сатин хлопок. Простынь 2 на 2,40, одеяло 2 на 2,30 и 2 наволочки 50 на 70. 70 на 70 наволочек не бывает. Вот смотрите, девочки, здесь. Здесь еще, смотрите, почему мы назвали от зари до зари, вот это вот как зарево, прям такой насыщенный цвет. Но тогда первые комплекты шли просто вот однотонно. Сейчас, видите, с полосочками, как вот в гостиницах бывает постель с полосками, да? То есть вы обратили внимание, то здесь вот. Здесь вот так вот. Смотрите, как красиво. И когда вот после этого уже зрители все знают, киса от зари до зари. От зари до зари. Чуть-чуть вот так, чтобы сфоткать можно было. Я эти фото, девочки, я снимаю для Ютуба, я и делаю фото для Телеграма, чтобы вы могли... Почему? Чтобы вы могли... Это для вас я делаю, чтобы вы могли с Телеграма взять фото и мне прислать на WhatsApp, сказать, я вот эту хочу, да, не будешь же целое видео, да, или гадать там. То вы фото скинули, кис, вот, пожалуйста, вот такой комплект я хочу. Вот, девчонки. Вот это вот скажете, киса, нам, пожалуйста, комплект от зари до зари. Он шикарный. Он просто шикарный такой, знаете, на подарок хорошо. Молодоженам даже можно. Ну, вот такой вот он, знаете, прям такой вот он. Мы тогда с Анжелой тоже ему дали название такое от зари до зари. Хотя у него нет никакого названия, но мы придумали. И он стал от зари до зари. Девочки, ну это всем известный Samsung или Билайн, как там назвали, тогда еще все смеялись, помните? Не знаю, с чего мы взяли. Ну, Билайн, там может быть там, потому что там желтые цвета есть. Но почему-то нам захотелось называть его тогда Билайн. Это тоже евро размер. Здесь такие же размеры. Хлопок сатин. Вот. Простынь 2 на 2,40. Пододеяльник 2 на 2,30. 2 наволочки 50 на 70. И вот такой идет пододеяльник.
Друзья, многие спрашивают, киса, Турция ли это? Я вам хочу сказать, что это с Турции идет один в один. Я сегодня вам это заявляю со стопроцентностью. Почему? Потому что, во-первых, если это была бы Турция, у этого комплекта как минимум бы была цена 8-9 тысяч, а то и больше, потому что я знаю эти их цены. Далее, наши производители, которые производят вот эту постель, они что сделали? Они поехали в Турцию, закупили оборудование у турков в Турции, полностью научились, полностью работали с ними, учились, все один в один научились, и теперь они тоже изготовляют такую постель. Она один в один, она ничем не уступает. Только ли то, что есть бренд Турция, то, что турецкая, нежели это, там, допустим, с Азербайджана, с Баку нам привозят, там тоже отлично. Фабричный Китай идет, это, вот, идет фабричный Китай. Поэтому у нас на рынке 95% из товара фабричный Китай. Это отличное полотенце, которое вы многие получали. Вы знаете, много чего в Турции, что идет с Китая. Очень много. Там мало чего там такого, что турецкого. Все идет фабричный Китай. Вот эти полотенца, что вы покупаете, вот эти, которые велюровые, которые впитываются, это все, девочки, идет фабричный Китай. Это отличнейшее качество, которое ни грамм не уступает Турции. А очень хорошее. Бывают там какие-то там китайские подделки, но если это идет фабричный Китай, то там будет качество 100%, знайте это. Вот так вот это идет с одеялом, Samsung. Если вдруг кто захочет спросить, скажите, Киса, Билайн или Samsung, я пойму, о чем речь. Ну, это мы дали такое название, не знаю почему. Вот. Девочки, вот такой вот Gucci. Тоже красивый комплект, очень евро размер у него. Также идет качество. Сатин хлопок, очень хорошее качество, очень хорошее. Ни катышек не бывает, не такое, не колется. Знаете, бывает, как постель неприятная. Я вообще к постели отношусь увой. Если чуть-чуть не так, я могу за ночь 3 раза постель поменять. Но это раньше было. Сейчас я прекрасно понимаю, что мне подходит, что нет. Но это такая, она на нервы не действует. Очень хорошая вот такая вот постель. Достаньте-ка, пожалуйста, одеялко нам. Вот. Качество хорошее, как я и сказала. И говорю, моей постели, которую я привожу, за нее я отвечаю. Ни цвет не испортится, не полиняет, не будет никаких там катышек и всего остального. Комплекты очень-очень хорошие. И прослужат долго, если правильно использовать. Если не класть в стиральную на 3 часа горячую воду, после которой он превратится в тряпку, а буквально 18 минут прокрутить с ополаскивателем, и будет все отлично. Вот. Я не советую использовать порошки. Ну, когда-то никогда, если кто-то там, может, там где-то пятно сел или что-то, то порошок в жидком виде, гель. Вот. И классно будет очень. Вот такие вот расцветки. Вот так вот, девочки, это идет. Очень красиво, современно. Но это больше как молодежное идет, да. Молодые любят там пары покупать. Вот чеченский флаг даже есть здесь. Вот. Ну, в общем, мне очень нравится. Мне вот такие вот нравятся вот такие вот цвета. Они вот не кричат, не надоедливые. Ну, в общем, Гуччи. Одним словом, Гуччи. Девочки, это вот Луи Виттон в фиолетовом цвете. Мы сегодня вам уже в том выпуске показывали, что есть такие семейки. Или евро. Не, семейки. Евро мы сейчас показываем. Такие есть и семейки. Потому что, как я говорила, многие спрашивают, Киса, а можно одного цвета, но чтобы были и семейки, полуторки и евро. Бывает не все, но бывают такие постели, у которых есть и семейка, и евро, и полуторки одного цвета. Это вот тот вариант. Вот. Но здесь тоже, вот, видите, вот сюда становишься, цвет другой становится. Вот когда я тут становлюсь, тогда я вижу реальный цвет, настоящий. Вот здесь. Вот тут я вижу настоящий, потому что свет падает. Вот. Вот он. А вообще он на рисунке вот, как здесь. Вот такой рисунок он. Вот такие вот золотые печати Луи Виттон. Ну и одеяло. Покажите нам одеяло. Тоже оно не двухстороннее. Цвет одинаковый, хоть с одной стороны, хоть с другой. Вот. Красивая расцветка. Очень красивая расцветка. Так, у нас еще 2 таких, да, осталось. Вот такая вот красивая расцветка. Я хотела, девочки, что сказать? Что я хотела сказать? Что они есть
рисунок один, а цвета другие. Вот такие я показывала, есть у нас евро размеры. Вот такая зеленая. В данный момент это идет полуторка. Вот сейчас я буду делать обзоры на полуторку, я его открывать не буду. И вот на кровати у меня лежит евро размер. Здесь такой же точно рисунок, один в один. Только цвет здесь бирюзовый, здесь нежно-фиолетовый. Ну, просто, чтобы вы понимали, как это смотрится. Потому что мы все женщины, все как любим, пощупать, да, посмотреть. Если я вижу, что это, то вы через экран, вы же не можете понять, да. Но я говорю, ткань, сатин, хлопок. Ткань отличная. Она не бывает там током бьет или там катышки или колется от нее, чешет. Нет, ткань очень приятная, послушная, спокойная ткань. Вот. Я просто хочу за что сказать, что вот вам же все равно понятно, когда я вот так показываю, нежели если я покажу коробку и думаю, да, ну хочешь посмотреть, ну фото-фото, но есть бывает на фото одно, а в реале совсем другое, то я не знаю, ну, я работаю на своей работе, я работаю на 100%. Я хочу, чтобы мой клиент увидел все, что только возможно. Жалко, что я не могу передать его через телефон, чтобы вы посмотрели как бы еще лучше. Но все, что я могу, все, что изо всех сил, я стараюсь, чтобы вам было более понятно. Поэтому смотрите, вот такая вот евро есть и полторашка, поэтому я открывать не буду. Если вам понравится, это, как я говорю, для мальчиков можно заказать, для подростков, пожалуйста, no problem. Девочки, ну и завершая этот выпуск, хочу вам показать, это полуторки. Здесь есть и для детей, и для взрослых, но это уже будет в следующем выпуске. Просто я вам так сейчас покажу примерно расцветки, чтобы вы имели в виду и вдруг... Потому что многие могут понять и по картинке, да, здесь. Как они выглядят, я вам уже показала. Что это совпадает с картинкой один в один и даже лучше, я вам показала. Вот кукла Лол картинка, я вижу. А в реале он, Софишка, пользуется еще красивее. Тачки вот такие вот. Тачки желтые, да, например. Потом еще спрашивали мальчишкам, да, киса, вот парень, если молодой, не женатый, что можно, 19, 20. Вот звезды, защитник Отечества. Вот, пожалуйста, для парня, полторашка. Также есть вот такой вот Анна Эльза, холодное сердце. Они вот такие есть еще, но они там в складе. Еще такие же есть, только чуть посветлее. Вот бывает темное одеяло, а то бывает такой же рисунок, но посветлее. Я туда подойду. Вот такой вот Армани бордовый. Шанель вот такой черный с белым. Шанелька идет. Я думаю, и по фото можно понять. Но все-таки я покажу. Мне просто рано завтра вставать, ехать. Уже у нас время 3 ночи. Я никак не могу лечь спать в свое время. Вот такой вот Версаче. Белый с золотом. Вот такой вот кувшинки у нас полторашка идет. Вот такой тоже очень красивый квадратик. Просто не вот такого цвета, как здесь, а одеяло вот сердечки в белое. Видите, как идет вот соотношение. Также Шанель есть. Там у нас черная была с белым. Здесь вот синеватые цвета, синие, да, с белым. Вот такая вот постель. Это тоже новинка. Вот разные цвета присутствуют. Тоже очень ходовая постель. Она у нас впервые. Ну, то есть, это все полуторки. Вот эти вот все идут полуторки. А также я хотела показать, что из красных, чтобы вы не ошиблись. Чтобы вы не ошиблись. Нет, это пока сюда. А то красный рядом положи, чтобы показать, что они все разные. Вот, да. Вот смотрите, вроде бы казалось бордовый красный цвет, но они все разные. Это вот Армани, вот такой вот рисунок. Это у нас ничего не написано, просто сердечки, да. И вот это у нас сердечки, но по-другому. Видите, другой рисунок. Здесь вот квадратиками, а здесь вот сердечками. Просто, чтобы вы имели в виду, что они хоть в одних оттенках, в принципе, да, но разные рисунки. Это я все покажу. Просто вдруг кто посмотрит, скажет, киса, я понял, что это за рисунок, вы уже показали, давайте мне вот для мальчика, для девочки. Это вот для девочки, это идет для мальчика, это идет для детей, это нейтральный для всех можно. Ну, в общем, вот так вот. Чтобы вы понимали, на это тоже будет обзор у меня в открытом виде. Просто пока показываю вам расцветки, которые имеются. Все. Девочка, еще на рынке скупляюсь тоже. Щавель по 30 рублей. Щавель 20 рублей. Лук. Люди тоже очень дешевые. Не знаю, почему они. Видите, сколько зелени. Я купила пучок зелени, укроп и пучок петрушки. Что еще надо? И щавель. Щавель взяла 5 пучков, петрушка пучок, укроп и лук 2.
Если что, напиши потом, я пока буду ходить, хорошо? Вот здесь еще смотри. Виноград какой хочешь. Вот. 60 рублей мандарины, девочки. Сейчас я куплю мандарин и виноград. Девочки, ну у меня покупки идут, я не могу все показывать. Все оптом продается здесь у нас, полно всего. Я ящик мандарин купила, мешок картошки хорошей, яблок вот таких, яблок красных, капуста одна хорошая на голубцы. Здесь гранаты. Тут тоже у меня помидоры, королек. Это что? Буряк красный. Вот. Ну так все. Вот мужики есть мужики. Покидали. Морковка еще. Ну ладно. Разберемся. Буряк красный на салаты, морковка. В общем, всего набрала. Девочки, побежала быстро на рынок съездились с супругом, потому что, люди к нам приедут, мама в гости приехала, мы тут готовимся все равно. Мама уже с Анжелой тут голубцов наделали с капустой. Но это Анжела снимала, может у нее на канале будет или мне перекинет, я занесу, будет видно. Ладно, я так покажу вкратце, что быстро, потому что нам нужно готовить, сейчас мясо крутить, много работы. Ну, это выпечка. Это я купила, потому что мама любит такая. Так-то у нас к чаю есть чего. Это вот Любятово и Несквик. Я купила специально для вот ириски. Это я уже показывала. Мы такое делаем. В чашке совмещаем это и это. Хорошенько перемешиваем. Потом, значит, на сковороде 700 грамм ирисок. Чтобы они растаяли. Но это как? Сначала в сковородку пачку масла 100 грамм на медленном огне, чтобы оно растаяло. Я вот так вот на 3-4 куска делю масло, и оно медленно тает. И потом туда же, когда оно растаяло, уже почти уже, туда 700 грамм этих конфеток и тоже постоянно деревянной лопаточкой помешивая, тоже доводить до этого, до полного, как сказать, ириски. Чтобы они растаяли полностью, да. И потом этой массой заливаем уже в общем в чашке. Желательно, чтобы чашка была не пластмассовая, не желательно, а вот железная, эмалированная, вот такая вот, да. Не пластмасса, скажем так. И перемешиваете все хорошо. Оно сначала горячее, руками не надо. Опять же этой лопаточкой по кругу. И потом какое-то блюдо. Я еще туда сыплю, знаете что? Ванильку. Такой запах хороший идет. Чуть ванильки посыплю, это все перемешаем. И на поднос, да, красивый такой. Уложите это, когда он стоит, и прям такую форму круглую. Можно, у кого есть сердечки. Анжела, у нас сердечки есть там для салатов? Можно форму сердечков даже сделать. Да, мы можем. Надо, уже накрасилась, мадам. Ты что, накрасилась? Она некрасиво накрасила. А ты зачем накрасилась? А батька слуха это есть. Только проснулся сисюнчик, да? Да, Соник. Убери своего котика. Или мы тоже ему будем обзор делать? Ой, Сюся, яичко купила, Сюся, яичко. Яичко купила, золотой мальчик тетя. Мой красавец сладенький такой, да? Да, мой золотой мальчик. Дальше идем. Значит, кетчуп. Так, София любит у нас кетчуп. Чабан, сметана. Я купила, вы недавно видели, я показывала в ленте, в Соколе. Я большое ведро купила, ростовское. Еще говорила, это с родины, наверное, хорошее. Но, если честно сказать, мне очень не понравилось. Просто трава. Я как доверяла Чабан, так я его дальше и буду брать. Чабан это с мальчика? Нальчика. Либо буренка. Это краснодарское молоко? Не знаю. Да, есть буренка в красных пачках. Она краснодарская. Вот так вот у них в стаканчиках, и сметана тоже вкусная, кстати. Вот у них я тоже беру. Краснодарская тоже мне нравится. Дальше. Риса пачку брала, не знаю, думаю, есть дома, нету. Обычно у нас вот эти пакеты, большие, которые 3-килограммовые, уже готовая продается. Думаю, есть рис, нету. Больше набирать его, но там вот это собирается, вот это, если много лежит какая-то, не знаю, машкара или тля, не знаю. Набирать особо не хочется. Это попкорн, это бабушка, да, Софички жарит попкорн. Это
бабушка по отцу. А то скажете, какая бабушка. Это она будет жариться, фишки она любит. Азерчай 100 пакетов. Это... А нет, не 100 пакетов. Это рассыпной чай. У него он с бергамотом, у него очень-очень прекрасный вкус. Да, он именно дает вкус. А вот МК чай, он больше дает цвет. Я знаю, многие начинают писать там, ой, гранулированный, то есть это нет. Вы тоже проверено. Я даже в магазине покупала, там столько женщин. Я говорю, женщины, скажите, вот какой вы пьете чай? Уже столько перепробовали, вот что вы пьете? Они говорят, ой, мы берем МК и Мариам, желтый и зеленый. Это самый лучший. Даже не хочу ничего слушать. Эксперименты проводить, потом оно не такое. Ну, я думаю, так оно и есть. Азерчай. Раньше знали чай грузинский и индийский. Вот это было 2 сорта. А сейчас этих чаев столько. Не, ну, мы же когда привозили в Ростов вот это, братьям, мне тоже нравится, да, им этот чай МК. Алексей, вкусный чай, говорил, хороший получается. Да. Я не знаю, для меня чай. Не, ну мы тоже проверено. Если вода хорошая, то вот этот чай, этот совместить, это вообще бомба. А так у нас, мы редко сейчас такой пьем, если честно. У нас Анжелика балует нас разными фруктовыми чаями, какие, не знаю уже, какие только существуют. Вот это у нас ночью такая, когда уже все улаживаются, у нас вот такое все чисто, все порядок. И просто пьем чай, без ничего. Наслаждаемся этой атмосферой, да, Анжелик? Вот. Ну и такой, знаете, а вот такой чай, пакеты, у меня супруг сказал, чтобы я не покупала. Ну, не покупала это, знаете, а бывает такое, что гости раз нагрянут, пока заварку сделаешь, или это то раз пакетик. Ему не нравится, мне нравится. Я не раз говорила, что у нас введено вода отличная, вкусная, но для чая нет. Для чая нет. Для чая вот это я беру, кстати, кулер сестра подарила, так мы не пользуемся с мамой, потому что воду, надо договориться, чтобы привозили воду в этих бутылках. Но у меня, это опять, это будет решено только тогда, если я займусь этим делом. Но у меня на все не хватает просто рук, вот просто. Он все время рейсе, ему некогда, у меня не хватает рук обхватить все это. Но если я за это возьмусь, это будет сделано 100%. Ладно, решим этот вопрос. Это вообще не проблема. Я хочу сказать то, что если вода с кулера или покупная, то этот чай отличный, пакетики, отличные. Дальше. Купила приправу для моркови по-корейски, это у нас, по-моему, закончилось. И перец. Только перец настоящий. Не как вот моя сестра говорит, перец, пыль придорожная. Это не то, это действительно перец. У него запах, прям аромат на весь дом стоит. Это действительно сейчас пельмени будем делать, поэтому пойдет перчик. Так, чабан масло. Тоже. Чабан масло 300 рублей, девочки. Сколько тут грамм? 300 с чем-то, по-моему. 300 с чем-то. Но оно того стоит, это масло хорошее. Сыра домашний, творог. То есть, нет, это творог. Это не брынза. Это что, кто берем? Нет, я купила чуть-чуть присоленый, я попросила. Я соленый не очень люблю. Так, дальше. Ну, это ириски я показала. А вот ты хоть поздоровалась с Лидочками? Как, что надо сказать? Ну так, и вот, друзья, мясо. Набрала хорошего мяса. В общем, это мясо у меня вышло на 5500, говядина. Отлично. Мама довольна, да, мама? Мама у нас все время говорит, хотела со мной ехать. Я говорю, кто ты что? Кисе не доверяешь? Вот дайте мне деньги, я куплю все самое лучшее. Это неправда, что я не найду. Вот. Но у нас Анжела вообще жир не любит. Поэтому я старалась... Она не ест мясо, потому что она говорит запах. А запах ей слышится из-за жира. И есть голубцы, тефтели, пельмени. Она может только то, что приготовила мама или Хадижа. Она говорит, когда они готовят, я не слышу у них запаха мяса жирного. У них все прям вкусно. Ну вот я поэтому купила, вот, готовьте с бабушкой так, как вы любите. Мама приехала. Ну просто, это не то, что, знаете, там кого-то там обидеть. Ну вот и в кафе бывает кушаем. Вот она вроде возьмется одну манту, кушает, раз, потом отодвигает. Я уже понимаю, что она какой-то поймала запах жира. И сейчас я это принесла, а бабушка говорит, ой, свекровь, какое чистое мясо. Сейчас я пойду еще жира принесу. Я говорю, стоп, этого не надо, говорю. Я ради Анжелы купила, чтобы у нас мяса полно, чтобы она вот... Ну, из того, что мы приготовим, чтобы она могла есть. Потому что, ну, надо же мясо кушать. Ну, как это? Она вообще не ест, потому что она какой-то запах. А запах опять, я же говорю, из-за жира. Дальше. Я недавно на днях покупала 3 курицы в Соколе по 400 рублей. А вот сегодня в Аргуне на рынке по 550. Я не знаю, прям как чуть ли не... И индюки продавались, мама. Ох, индюки были там, как бараны лежали. Я бы купила. Ну, так не ест вообще.
Она не А рыбу пробовала, по дороге не было рыбы там? не видела. Еще смотрела, фрукты было много. Вот рыбы прям я бы заметила, мне кажется, бросилась бы в глаза. Прям не видела. И опять вот эти вот потрошки, но именно вот эти желудочки. Потому что Анжела у нас любит именно желудки. Я как бы все стараюсь. Я стараюсь о тебе думала, потому что мы-то едим все, а ты нет. Что? Ты же любишь только такие. Мясо ты любишь, чтобы оно было без запаха. И так далее. Конечно, я думаю о тебе, чтобы ты ела. Мы-то точим все подряд, как говорится. Все, что не пробито. Да, ладно, это пока первая. Вторая серия, я буду показывать вам овощи, фрукты. Это. Ну, мешок картошки я купила. 35 рублей килограмм. Мешок у меня вышел... Сейчас не скажу. Сейчас буду снимать, все вспомню. Так, все, съемки начались. Так, дальше. Что тут происходит? Сюсюнка проснулся уже, нет? Что происходит? Так, дальше. Материал. Материал? Какой материал? Девочка купила ящик мандарин. Такие красивые. Так же они там аппетитно все лежали. Ящиками продавались. Люди брали в ящиках. Вот, купила вот так вот ящик мандарин. Потом бананы купила. Ну, это все будем доставать, сейчас убирать. Потом королек. Мягенькие, хорошие. Яблоки красные. Очень хороший сорт, этот вкусный. Жила любит такие. Вот. Это редька. Или это редька называется, белая или... Да не, ну как-то по-другому называется, я не знаю. Редиска? Не, не редиска. Не редиска. Какое-то у него есть название. Да, ну, зрители напишут, подскажут. Крутится в голове. Ну, не могу сказать. Редька то черная, да. Это эти гранаты привезли, знаешь, они еще говорили с Грузии, если я не ошибаюсь. Это какие? Это грузинские, говорю, вкусные. Вот. Дальше. Буряк. Свекла. Свекла, да. Свекла. Морковку я купила вот такая вот. Хорошая, в мешках привезли я. Первый мешок открыла, прям, знаете. Хорошая, свежайшая морковка. Да. А вот Висхан купил, пока меня не было дома, Висхан купил. Ну вот такую морковку я недавно видела в Соколе, из-за того, что она грязная, я ее не купила. Я не люблю такую грязную. Ну, Висхан, что? Срочно надо. Срочно. Ну купил, что, помыть-то можно? Так, по-моему, конечно. Да, я же говорю, помыть-то можно. Помидоры, вот, яблоки, такие яблоки красные, апельсины, капустина такая, нам на голубцы. Мама просила, говорит, кис, возьми прям такую хорошую, что прям листья были большие, удобные, ну. А еще, почему я не вижу зелени? И щавель я много покупала, пакет полный. Заносили или нет? Может, ты на рынке оставил? Нет, точно помню, что не оставила. Может, с машины. Висхан, еще пакет зелени, ты никуда не девал, не помнишь? Пакет был полный, у меня там... А может, на окно где-то положили, или в холодильник Анжела, может, могла положить, может, кто уже занес. Может, кто-нибудь не занес? Девочки, ну, мешок картошки такая, ну, знаете, шершавая. Она очень хорошая, вот, шершавая, видите? Она прям варится, аж разваривается. Вот мешок я взяла, но это, не знаю, на 1000 с чем-то, на 1600 или на 1500, ну, вот так вот вышло у меня. Хорошая эта картошка, это нам надолго хватит. Вот. Так, девочки, ну еще думаю, я же вспомню, что я купила, но Висхан не занес. Ой, я сейчас ехала домой, друзья. Мне так было радостно на душе, что Висхан дома. Как для нас эта проблема, это все таскать было всегда. Ну, не хотела, чтобы Анжела это все. Думаю, она девка целый день дома работает, все делает. И сейчас еще таскать это все. Какая помощь, когда Висхан дома? Все равно это вообще... Мешок муки, ой, мешок муки, да, еще. Мешок картошки, вот это все. Ну, представьте. Послушай, покажи, подойди сюда. Ну, не надо трусить так. Вот, купила большой букет петрушки, большой букет этого укропа. Сейчас мы, ну не сейчас, это все мелко порежем и тоже в зелень сложим. 2 пучка лука купила и 5 щавель. С одного сегодня, наверное, сварим, мама сварит борщ зеленый.
Или там два, на один раз два хватит же, да? Два пучка. Ну, Голову там и одного хватит. ну, на ту большую самую кастрюлю я говорю. Ты тебе дерни? Да какой там, она почти 7. У моей 6 чем-то, она почти около 6,8, по-моему, самая большая кастрюля. Ну, в общем, вот такой щавель, прям, знаете, хороший. Я, знаете, к какому выводу пришла? Я и супругу по дороге сказала, вот это сажать в огороде и садить, как правильно сказать, ничего вот этого не надо. Мам, Напись? я говорю ему, ничего не надо вот этого садить. Говорю. Конечно. Его всего полно, копейки. Понимаешь? Копейки это стоит. Ну что, щавель 30 рублей. А едешь? Мне этого хватит, ой, насколько. Вон, я. Зря там да, тратить время. Нет, если кто живет там, кому да, там, ну, люди занимаются там, это все. Но мне просто, нам на это времени нету сейчас. Мы занимаемся другой работой, которой не хватает на все времени, да, скажем так. Ну, в общем, я не знаю, у меня 11 было наличкой, 5500 я отправила за мясо, только за говядину с карты, с телефона перевод делала. 11 у меня была наличка, и еще в магазине 3 800 я заплатила. Это там, где я брала чаи разные, сметану, вот это вот детские вот эти вот разные, что делать, как они называют, нестики, вот это. В том магазине я 3 с чем-то отдала, да, девочки? 11 чем-то я тратила вот на вот это все. Картошка, там, мука, я не знаю, капуста, щавель, мандарины, апельсины, да. И 5500 я с карточки перевела чисто за говядину, за мясо. А курицу и вот эти пупочки, желудочки, это я уже брала отдельно. Вот, поэтому я говорю, это садиться этим, колотиться вообще недорого. Вот сейчас не помню, почем на пучок. У нас такие пучки покупают, и в магазинах их делят. С одного пучка, наверное, 4 делают или 5. И продают за энную сумму. А на оптовом, пожалуйста. И садить не надо. Круглую зиму у нас это все есть. И очень даже по доступным ценам. Так что все, давайте, мы занимаемся делами теперь. Нужно готовить все.